Мындан 2,5 жыл мурун биздин редакцияга дарыгердин шалаакылыгынан 14 жашар баласы майып болгон ата-эне кайрылган. Алардын айтымында укук коргоо органдарына даттанганы менен 2 жылдан ичинде эч кандай майнап чыккан эмес. Биз бул иш боюнча журналистикиликтөө жүргүзгөнбүз. В апреле 2020 года мой ребенок начал плохо себя чувствовать. Мы позвонили в центр Каухар, сказали: приезжайте, мы работаем. Он обратился в медицинский центр за помощью, но его сына довели до того, что он получил инвалидность первой степени. Весь этот цирк уже надоел. Смеетесь мне, говорите, что это амбиции? Мой ребенок инвалид стал. Данный факт был зарегистрирован в РППУ Октябрьского района и начато досъемное производство. 2006-жылы туулган Турсун Камбаров 14 жашынан бери биринчи топтогу майып. Тагыраагы кант диабетинин биринчи түрү менен күрөшүп келет. Эки миң жыйырманчы жылы пандемия маалында Турсун өзүн алсыз сезип, салмагын жоготуп, бат-баттан суу ичип кыйнала баштайт. Баласынын ден соолугуна тынчсызданган ата-энеси Бишкек шаарынын Орто Сай базарында жайгашкан Каухар бизнес борборундагы жеке менчик медициналык мекемеге кайрылган. Она посмотрела его, сказала сдать все анализы, УЗИ и потом приехать к ней. Мы 19-го, получается, у нее были на приеме, 21-го мы на 21 мы записались на УЗИ, сдали кровь, и 24-го мы к ней приехали, 24 апреля. Она посмотрела, она все смотрела, мы все ей анализы, все УЗИ, все мы ей показали. По УЗИ она определила, что у него проблема с поджелудочной, что собирается желчь, и она выписала лечение. Лечение она сказала, что 2 недели мы пьем одно лекарство, через 2 недели мы продолжаем другое. И через месяц мы приходим к ней на прием. Это было 26 мая. Она смотрит, я говорю, ему не лучше, ему хуже, он исхудал, он как овощ. Она смотрит и говорит, значит, режим дня ему он не соблюдает. До утра сидит в интернете, не спит. В общем, ложите его пораньше. А так все нормально, продолжайте еще пить эти лекарства еще месяц. Апасы Назгүл Айымдын айтымында медициналык борбордун дарыгеринин тапшыр деген бардык анализдерин беришкен. Анализдер чыккандан кийин баланын эмне себептен ден соолугу начарлап жатканын дарыгер өзү аныктап дары-дармек жазып берген. Арадан 1 ай өтсө дагы баланын абалы жакшырбай, начарлаган. Көрсө Турсун Камбаровдун канындагы кант жогорулап кеткен. Аны болсо анализди көрүп, дары-дармек жазып берген жеке менчик медициналык мекеменин дарыгери кылдат карап текшерген эмес. Вечером было ему очень плохо, потому что он говорит, мама, у меня судороги, я, говорит, чуть-чуть, говорит, вроде бы потерял сознание. Пока я была на работе, он, видимо, дома, он, говорит, очнулся я на полу. Эртеси өспүрүм Чүй облустук ооруканасына жеткирилип, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Ал жерден анын канындагы канттын жогорулап кеткени белгилүү болот. Тагырыгы 31 жетим ойлого чейин көтөрүлүп кеткен. Мындай көрсөткүч адамдын өмүрүнө коркунуч жаратат. И муж мой повез его на следующий день в Чуйскую областную больницу. Там есть Светлана Ивановна. Он повез к ней. Она сразу говорит, а вы сахар проверяли? Мы говорим, мы все проверяли, все в норме. И потом они начали проверять сахар, а у него сахар был 31,7. И Турган мне звонит и говорит, где анализы, которые мы сдавали месяц назад. Я говорю, что случилось? Он говорит, у него сахар 31,7. Я ему открываю анализы, отправляю, а они смотрят, у него, оказывается, месяц назад был 21,7. То есть врач не обратила внимания на... Сергей Жумалиев атындагы лазердик технологиялар медициналык борборуна 2 жолу бул окуя боюнча жагдайларды тактоо үчүн баш бакканбыз. Наверное, даже курс, почему врач не спрашивает, где мои анализы крови?
Почему не спросила? Там докажет, Турган. Это А было почему там вы сейчас доказано. говорите, что я вымогал деньги? А я говорю, я от вас Это никак было- не ожидал. Это было Честно. такое. Это было Чего? такое, что вы вымогали. Я сказал, чтобы они мне купили эндокринологию, чтобы купили именно инсулиновую помпу, 300 тысяч стоит который. Я сказал, вот, пожалуйста, эндокринология. И она в курсе. Обращался Всё, за теперь не медицинской помощью. да? Обратился, второй раз А пришел, так получается, даже не что он сказали. получил? Нурлан Никитич, Даже кто не звонил сказали? сюда насчет Рудаковой? Да, Кто? Рудакову сегодня мы сегодня позвонили, хотели назначить время. Нам сообщили о том, что она работает. Сейчас вы нам говорите, что она не работает. Получается, вы Да еще обвиняют то, что я вымогал Да. деньги. Ал эми экинчи жолу барганыбызда кабылдамадагы кызматкер директор иш ордунда жок экенин билдирди. Жада калса бөлмөсүнө чейин барып карап келди. Ты же сказала, что она здесь. Ну, уже ушла профессионально. На Мадинова уехала. А? Мадинова уехала. Я же говорил, что будете звездными. А где врач Рудакова эле ким эле? Вы показали, что он... Бирок жаңы эле иш ордунда жок деген директору чыдабай кеттиби? Айтор заматта пайда болду. Келери менен эле милиция кызматкерлерин чакырууну тапшырды. Вычислить, да. Это опять вы? Да, конечно, я за правду пришел. 2 года уже прошло. Да. А вы кто? Без комментариев. Да, это вот хозяйка. А вот просто комментируйте, что Да. это он, вот его сейчас ребенок пострадал как раз. Давайте Из-за чего? Сейчас вызовем милицию. Ну, И целый инвалидом, да? шантажировали, и все. Я шантажировал, я Просто вам пришел, правду скажите, как что было, человек. как было. Как человек пришел, вам сказал, сделайте так, чтобы было нормально. Или только этот, купите этот. Андан соң октябрь рибесинин тергөөчүсүн ишти токтоткону боюнча токтомун көрсөттү. Можешь Инсулиновую просто помпу. показать правду, как он ли прав, или вы правы, пожалуйста. да. Вот мне просто прокомментируйте, как было. Нет, нет, вы почитайте вслух. Где? Вот можете взять себе. Да, а что это постановление? Ну, покажите. Потом прекратить досудебное производство за отсутствие состава уголовного преступления, принятие А решения мы уже депутационных по-новому сейчас уже. точка рончики. Вот еще. Можете вот здесь все прочитать, здесь все написано. Так. А адвокат есть? А можешь ознакомиться, посмотреть? ну, данное постановление либо уже отменено. Как это от меня? Покажите. Покажите. Документ покажите. У нас есть. Где? Покажите. Вот адвокат, Вы это пришли Дело в том, что, сюда? да, вы просто таком не пришли. Данное Конечно, постановление было значит, вы должны отменено. Прокуратура- предъявить отказ. Да? Но это все у От нас идет на продолжения. следствие. Здесь мы не делаем расследование. Здесь человек просто с вами хотел по-человечески переговорить и решить эту ситуацию. как было, мы хотим узнать правду. Так Понимаете? было. Он Я так говорит, что вы слушаю. дети его покалечили. Ну, так сына. Все получилось. вопросы, пожалуйста. Слушаем вас. Так, человек, кто угодно, может сказать что угодно. Мы вам показали бумажку, что проведена экспертиза, проведены следственные эксперименты, все проведено. Минздрав отказ дает. Дважды вы подавали, дважды вам отказали, потому что состава преступления нету. А, что не досмотрели? А да, вы это не состав просто- преступления, да, получается? А до 21 сахара почему вы Так сидели вот к врачу дома? пришли мы, Айнур, чтобы она выявила. Все, все. Ты что, Айнур? Никаких комментариев. Больше никаких комментариев? Сразу, видите, они все боятся даже на камеру. А говорить. почему у вас не Мы не принимали боимся. дуэты? Ребенок, просто ну, там это пришли, чтобы вы бесполезно. выявили болезнь. Ну вы не выявили. Почему думаете бесполезно? Можешь? Да. Ему доказать бесполезно. Как? Я А доказываю. сколько Мы раз уже он обратился? через- Сколько раз Я он по обратился? закону. Я не буду это все комментировать. По Вот, закону деньги берете. но смотрите, не у вас посмотрели есть анализ. бумажка, Лучше не ходите читайте сюда. все, что вам непонятно, все, что... сделают. Да. Вот ребенок мой инвалидом, они могли бы вы досмотреть это? Вы не досмотрели. Эки тараптуу кайым айтышууда медициналык борбордун директору Яна Алиева чындык издеп чыркырап жүргөн Турган Камбаровду атайлап акча өндүрүп алуу үчүн ушундай аракеттерге барып жатат деп күнөөлөдү. Кого Следственные еще? органы. Есть дело, Так. где человек Камбаров Так. подтверждает, что Так. он не первая клиника, с которой он снял Потому деньги за лечение. А, это получается Жена так. его подтверждает в Допросе или допросе. А да. вы Это докажите всё мне. докум- Вы мне Вы докажите. мне кто? Вы мне Чтобы я докажите, вот- а почему вот вы меня есть следственные обманываете? органы. Ха! Зачем я вам Пусть они докажут. Давайте поспорим, если так будет, то я от вас отстану. докажет? Да, У то, нас что я есть где-то брал. протокол допроса, А теперь где вы вы будете это все. вот с этим, кто вам это дело тогда вел? Я даже не помню. Да? Сколько? Чингиза Талаби, вот мы ее возьмем,
И пусть она сделает. вызов, берите кого хотите. Вот, а почему вы Разбирайтесь говорите, здесь. то, что мы Когда, брали? когда Я первого врача оттуда пожалел, будет когда мама обвинение, ослепла, тогда вы то же придете самое. сюда. Подождите, а вы понимаете, что вы сейчас сказали? Да. То, что тайна следствия для вас вовсе не тайна. То есть вы заинтересовали следователя, и следователь с вами поделился информацией. У нас был допрос, вот они. Мы сидели, перекрестный допрос. Я Ну, вы уже слышала договорились, это. они уже договорились, же, потом В вакансия, перекрестном допросе у вас все там задокументировано. Мы сидели друг напротив друга. Нет, документировано. В чем документировано? То, что я все предоставил вам, все доказательства. Нет, мы сейчас о чем говорим? О чем? Что это не первая клиника, к которой вы Вот теперь обращаетесь с шантажом. доказывайте то, что я шантажировал еще первую клинику. Незачем, это На не основе моя чего вы работа. говорите? Яна Алиеванын айтымында бул жерде медициналык борбордун жана дарыгердин эч кандай күнөөсү жок. Вот за эти 2 года вы даже ни разу не позвонили, даже не поинтересовались. А вы думаете, ага, вот так. Конечно, первые следствия вы могли там сделать. С этими следствиями мы могли там это Каждый месяц договориться. Или как было? Просто правду скажите, как оно оно было. было. Как Зачем было? нас скрывать? Послушайте, зачем нас скрывать? Все, что мы говорили, все, что было предъявлено, какие обвинения, мы говорили в РОВД, в Минздраве. Что еще надо? Ну, вот я просто говорю то, что пришли мы, чтобы таких врачей, как вы, не существовали. Это ваше мнение. На Мое бумажке мнение, я вам свое мнение говорю. Каждый предъявил вам бумажку, что нету состава преступления. Есть, что нету потому что они вины куплены, врача. или вы в сговоре с ними. И в чем вы говорите? Вы сейчас смеетесь, мне говорите, что это амбиции. Мой ребенок инвалид стал. А если бы вы на моем месте были бы, что тогда? А? Каким вы лицом вы сейчас говорите? С таким, каким Каким? вы говорите. Каким? У вас лица нет, чтобы извиниться, сказать, мы не правы. Давайте То, не что мы будем вот так вот на сделали, вашу да, что не сторону досмотрел это врач. Знаете, у нас есть очень хороший юрист. Я даже не считаю нужным его вызывать сюда для объяснения, потому что весь этот цирк уже надоел. Ваши актерские Это не способности цирк. А вы мне назвать актером? низкий поклон. Отца, который ребенка вы инвалидом сделали, не досмотрели, прозевали, вместе Даже сдали этот болезнь, момент. вывезли, да? Сколько- Какой момент? Какой момент вы нагло улыбаетесь вы? Вам Ваши смешно это, да? актерские У вас никакой способности. совести Я не нет. вижу отца. Я вижу Никакой совести шантажиста, нет. который все это Нет, время вы будете у приходил. меня, я буду с вас полностью брать. То, что положено. Моральный ущерб, физически вы нанесли вред ребенку. У вас цель такая. Потому что вы виноваты. Иш бир катар ызы чуулар менен коштолуп акыр аяга октябрь ребиси тарабынан иликтенип сотко өткөн. Саламатсыздар урматтуу Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз Бишкек шаарынын Октябрь район сотуна турабыз. Бул жерде дарыгердин шалакылыгынын айынан майып болгон өспүрүмдүн соттук процесси каралат. Бул ишти биз 2 жылдан бери иликтеп келебиз. Азыр соттук процесс башталган алдында турабыз. Мунун алдында ошол өспүрүмдүн атасына турган Камбаровго, ошондой эле жактоочусу Нурлан Токтолиевге бир канча суроолорубузду узатмакчыбыз. Азыр соттук процесс башталган атат. Ошонун алдында турабыз. Бир соттук процесстин алдында бир канча суроо. Несколько вопросов. Как обстоят? Это последний процесс, надеемся, да? Уже 2 года мы это дело ведем. Как обстоят дела вообще? Как вы думаете? Давайте лучше, может, предоставим слово отцу, более Кандай ойлоп атасыз, эмне болуп атат, эмнени күтүп атасыз? Ну, прошлый 6 апрель күнү эмне вердиктти прокурор кылды, лишение свободы 2 жыл. Прокуратура өзүнүн оюн билдирди да. Оюну билдирди, ошо 2 жыл лишение свободы, анан возмещение компенсации морального и этот вреда здоровью. Ну, сейчас эми карайбыз, эмне дейт экен. Я думаю, суд нормально элеметти, прокурор жакшы айтты. Тиги Рудакова болсо все равно өзүнүн признаниянын албай, мен виноват эмесмин. Күнөөлүү эмесмин. Күнөөлүү эмесмин, да. И адвокаттар ошондой эле айтат, то же самое. И адвокаты говорят то, что она невиновная, она сама говорит то, что невиновная. И говорит так, то, что она не имела права с нас требовать анализы крови вообще. Не имела права. Анда мы должны были көрүнгөн что ошол. А я вот даже сам не пойму, как я тогда в таком случае. Если бы я сам знал бы анализ, я бы к ней бы не пошел бы, да, например. Она вообще как бы не хочет признавать свою ошибку, типа так, отца мы
типа должны были сами смотреть, она не имела права с нас требовать. Просто что мы принесли, должна была по этим именно сказать. Но это так тоже не бывает. Вообще, да. Эми вот так алдыда же. процесс болот, анын көрөбүз, анын жыйынтыгынан дагы сиздерден интервью алабыз. Деги эле эми адвокат катары дагы кошумчаңыз болсо. Ну, как известно, на протяжении более 2,5 лет отец добивается правды. 3 года уже. Уже скоро будет 3 21 года. 3 года он неустанно добивался правоты со стороны следственных органов. Это сейчас дело передало в суд. Сейчас на стадии завершения. Сегодня будет последнее слово обвиняемой. Хотели сказать то, что прокурором было затребовано у суда признание ее полностью виновной, что эта вина полностью доказана. Также прокурор требовал, и также и мы, чтобы нам компенсировали моральный и материальный ущерб. Азыр башталат да сот. Анда сот процесске кирсек. Да. И еще хотели бы чуть-чуть добавить то, что сама врач так и не признала свою вину. Наоборот, на судебном, на судебном заседании они наоборот говорят, что во всем виноваты сами же родители, что это халатность была родителей. Ну, извините, это какая-то глупость. Зачем они тогда обращаются к врачу, который дает анализы? И такой же вопрос был со стороны и прокурора, также и со стороны суда. Ну зачем вы тогда назначаете анализ крови, а потом на него не смотрите? Но при этом сама же врач говорит о том, что это ихняя халатность. И тут нет никакой вины врача, потому что он не должен был это вообще анализы смотреть. Но мы считаем, что это полнейшая глупость. Такая же глупость, вот мы допрашивали на судебном заседании эксперта. Эксперт тоже сказал, что это нонсенс. Как это врач может быть не посмотреть? То есть назначить анализ, а потом на него и не смотреть. Это же глупость какая-то. Когда прекратится такое вот халатное отношение со стороны врачей? Я считаю, что должно быть вынесено строгое наказание в отношении врача, для того, чтобы хоть как-то дисциплинировать всех остальных врачей. Сот башталат да, сотко кирсек анда, Азыр соттук процесс башталган турат. Биз азыр кирип, мүмкүн болсо экинчи тараптын дагы ой пикирин укканга аракет кылабыз. Последний слово мен жалоба подшып сурап атат. Ну вы будете здесь, да? Просто сиз прокурорсуз да. Кандай эме жаза колдонуш керек деп атат? Мына акыркы баягы өспүрүм боюнча болуп атпайбы? Мен аны айта албайм, эми азыр сот өзүнүн эмесин чыгарат да. Бүгүн чечим чыгарат да сот? Ооба. Рахмат. Өзүңүздөр билгендей бул прокурор, адвокат айткандай, буга катаал чара көрөсүн жана булардын келтирген моралдык чыгымды калыбына келтирүү боюнча өтүнүшүн өзү колдогон. Аз башталды. Саламатсыздарбы? Здравствуйте. Медиапортал «100 беспредел». Можете прокомментировать ситуацию по вашему делу? Мы не хотим ничего комментировать. Вы же присутствовали на заседаниях, всю историю знаете. Ну, ваше мнение хотелось бы узнать. Я не хочу озвучивать свое мнение. А вы вообще имеете право снимать мое лицо сейчас? Ну да. На каком У нас основании? заседание еще не началось. Вот именно, когда начнут. А когда начнут, вы можете снимать, а сейчас вы не можете Нет, снимать. они, это пусть суд решает, но сейчас вот, же вторая сторона хотелось бы узнать. Мы не хотим давать комментарии. Вот и все. Все Хорошо, комментарии, которые мы дадим, мы потом уже дадим. А Через когда- наших журналистов. А у вас свои журналисты? Да, конечно. Хорошо, а вот тогда тоже нас тоже пригласите, чтобы мы тоже присутствовали, могли взять вас, да? Как-никак вторая Попробуем. сторона. Попробуйте, да? Нурис знает нас, скажите мне, мы тоже придем. Я знаю, что мы все Знаете, да? Хорошо. конечно. А ваши адвокаты, если вы не хотите? Они сегодня отдыхают? Отдыхают? Да, мы сегодня. не придут? Нет. Сами только, да? А за экий Вы тарапты... учтите, да, на вот это то, что вы сейчас снимаете, мы своего согласия, разрешения на публикацию вам не даем. Ну, это ваше мнение, можете не давать, не говорить. Да. А мы имеем, потому что вы вторая сторона. Вот человек поставит, что вы неправильно полечили ребенка и подключили. Именно это его мнение. Это не мое мнение, это его мнение. Это мое личное мнение. Это мое личное мнение, да. Сказать можно все, что угодно.
Почему? Здесь все основание есть. Да, вы не берете свою, конечно, ответственность за это. Ответственность не берете, а зачем тогда вы смотрите? Да, на своем, да. Все, хорошо, без Мы проблем. находимся в суде, не будем Просто я говорю вам, вы имеете в виду, что мы свое согласие не даем. Хорошо, это ваше согласие. Наше Для нас не несогласие. требуется брать ваше согласие. Это ваше право, можете обжаловать, можете подавать в суд, это уже ваше право. Азыр эки тараптуу атабыз, тартканга мүмкүнчүлүгүңөр жок, укугуңар жок, биз эч кандай макулдук берген жок деп атат. Бирок ушул эки тарап азыр ошо өспүрүмдүн тагдыры боюнча өспүрүмдүн тагдыры ошо майып болгон боюнча сот процесс болуп атат. Камеру нельзя, а вы продолжаете давать. Нет, если процесс начнется, мы выйдем. Без проблем. Секретарь говорит, камеру нельзя. Азыр ошо соттук секретарь чыккыла эме деп атат, бирок бияктан интервью алалы десек, бизге эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок да. Турсун Камбаровдун иши жогорку сотко чейин каралып, атасы Турган Камбаровдун Сергей Жумалиев атындагы лазердик технологиялар медициналык борборуна койгон доосу толугу менен канааттандырылды. Сегодня 30 октября, и наконец-то сегодня мы получили окончательное решение Верховного суда по гражданскому делу. Напомню, что на протяжении 4,5 лет мой подзащитный обращался с жалобами на действия врача Рудаковой и медицинского центра, где на протяжении 2 лет он доказывал в следственных органах, что присутствует вина врача, где по завершению 2 лет, уже до 2,5, врача все-таки признали виновным. И на протяжении уже оставшееся время 2 лет, по сути, уже отбивая пороги судебных органов, первой и второй инстанции, и сейчас мы вот на 3-й инстанции, мы доказывали и просили суд удовлетворить причиненный материально-моральный ущерб, который был причинен этой семье. Но не знаю почему, представители медицинского центра, также и сама виновница этого происшествия почему-то не захотела просто по-человечески как-то переговорить с моим подзащитным, мирным способом разрешить. И было более удобно, наверное, судиться и затягивать весь этот процесс. Дело в том, что, я вам напомню, на суде первой инстанции было удовлетворено порядка 650 тысяч сомов, на второй инстанции около 1 миллиона 2 тысяч сомов. Мы и на это были согласны. Мы уже считали, что смысла нет дальнейшего судебного разбирательства. Но, однако же, не хотели нам оставлять шансы выплачивать деньги, которые они причинили вред этой семье. Они обратились в Верховный суд. Но сегодня Верховный суд оставил в силе решение второй инстанции. Очень жалко, что до сих пор у нас есть такие врачи и руководители таких медицинских центров, которые больше хотят, наверное, затянуть процесс, судиться, а не разрешить это по-человечески, поговорить с этой семьей, принести элементарных извинений. Я считаю, что этим мы можем показать всему населению Кыргызстана, что необходимо обращаться действительно к правоохранительным органам. Есть судебная система, где можно добиться справедливости и законного решения суда. Да, это занимает определенное время. Почему? Потому что есть специалисты, которые над этим работают, как следователи, прокуроры, судьи. Да, это занимает времени, но нужно запастись терпением. И самое главное, не стоит и не надо опускать руки. Истины можно всегда добиться. Еще раз напомню, сегодня Верховный суд оставил в силе решение второй инстанции, где с медицинского центра и с врача Рудаковой будет взыскана сумма материального и морального ущерба. Я действительно, рад этому, то, что так оставил эту инстанцию, это второй. И еще хочу отблагодарить всех, кто рядом со мной стоял эти 2,5 года. То, что мы бились, Рахматов Мирлану Акимовичу, моему адвокату, «Стоп беспределу», вам, большое спасибо. Боритесь всегда за правду. Я так думаю, что всегда будет правда на нашей стороне, если мы будем идти за правду. А то, что они уже поменяли 4 адвокатов своих, я не знаю, эти адвокаты, как они идут на это. То, что у них тоже есть дети. Они идут, знают то, что
100%, да, они не правы, этот медицинский центр и Рудакова, да, они все равно идут за что? За деньги. Чтобы лишь бы взять деньги, а не посмотреть на честь и на совесть. Я так думаю, что таких адвокатов не знаю как. Еще раз хотели бы поблагодарить всех тех, кто с нами был, поблагодарить следственные органы, прокуратуру, а и судебную систему. Справедливость есть, справедливость восторжествовала. Спасибо вам всем. Ну и еще вот я хочу сказать спасибо верховным судьям. Действительно, они как бы у них правильно сделали решение. Всем, которые вот именно представители, вот этот председатель судья, всем спасибо большое им. Так что дай бог им здоровья, и дети, чтобы у них не болели, и у всех, чтобы у нас дети не болели, и чтобы все были живы-здоровы.